столицы. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова, наши режиссеры Екатерина Голикова, Мария Новгородова, а в нашей студии гость, я рада ее представить. Сегодня в нашей студии Елена Колесникова, а наши слушатели и зрители знают, что если вы в нашей студии, то тема будет точно про трезвость. Вы председатель методического ресурсного центра «Территория трезвости», член Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, дорогие Здравствуйте, слушатели. Елена. Да, очень приятно очередной раз встретиться в этой замечательной передаче. И говорить мы сегодня будем о форуме трезвости 2025. Да. Этот форум ежегодный. В прошлом году он проходил, и в позапрошлом. И чем отличается сегодняшний форум, какие его цели, может быть, они тоже как-то немного изменились или добавились, и кто участвует в этом мероприятии? Да, у нас 4-й год уже проходит такой форум территории трезвости. Он проходит в рамках как раз государственной программы у нас республиканской, и его организатором является Госком юстиции Республики Саха-Якутия, Северно-Восточный федеральный университет в этом году тоже организатором, Общероссийская общественная организация «Общее дело» и вот как раз мой методический ресурсный центр, где я являюсь руководителем. И хотя цели, в принципе, почти ежегодно примерно одинаковые, но каждый раз они имеют свой особый облик, да, потому что к нам приезжают различные эксперты и делятся своим уникальным опытом, и ежегодно это абсолютно разные проекты, разные какие-то мероприятия, которые мы хотим как раз у других брать в качестве такого опытного общения. Кто и что у нас был в этом году? У нас в этом году это был такой, может так звучит гордо, президент Международной академии трезвости. Он является кандидатом экономических наук, доцентом Российского государственного университета управления и преподаватель, а также он является директором Евразийской ассоциации здоровья, такой Головин Андрей Аркадьевич. То есть это человек с большим опытом, у него много научных публикаций, трудов, которые он писал по этой тематике, и как раз он такой фундаменталист, ученый, который объясняет, рассказывает, как выстроить системы, как можно их улучшать, как более эффективно это все реализовывать. Второй у нас такой тоже уникальный был эксперт, это Пронин Илья Сергеевич, который является предпринимателем и также еще является координатором регионального, то есть Иркутской области, координатором добровольческого направления Общероссийской общественной организации «Общее дело». И это действительно очень уникальный опыт, потому что они добились там такого, что, например, по области у них 100% командное заполнение. То есть в каждой школьной области у них есть команда из детей, добровольцев, которые проводят занятия по профилактике. То есть, по сути, у них, мы посчитали, примерно 1000 детей на постоянной системной работе проводят такую деятельность профилактическую, потому что по-другому эффекта практически не будет, потому что в любом случае мы понимаем, что есть другая страна, которая там против трезвости, но это люди, которые продают и производят алкоголь, а также его продвигают, да, те же самые маркетологи. Понятно, что это целая такая отрасль, где люди зарабатывают огромные деньги. Империя, да. И, к сожалению, такой у нас существует миф, что это невыгодно будет как-то регулировать и контролировать сильное государство. На самом деле государство имеет от этого небольшие абсолютные проценты. Основное это действительно какие-то, уже, можно сказать, назвать либо очень богатые люди, либо олигархи, которые в этой сфере управляют. Но тут нельзя только их винить, потому что самое главное, что есть спрос, когда есть спрос, есть и предложение. Поэтому целями нашего форума, во-первых, это является, что это должна быть постоянная работа, несмотря на то, что у нас в республике такие достигнуты результаты, на которые действительно смотрит вся Россия, но останавливаться нельзя, потому что с той стороны постоянно идет такая маркетинговая, можно сказать, агрессивная политика. Второе, это, конечно, опыт, потому что
учиться никогда не поздно, даже при любых достижениях. Если мы не будем учиться, мы уже будем, если не будем развиваться, значит, будем деградировать. Вот поэтому действительно те наши эксперты, которые приехали из других регионов, поделились с нами удивительными мероприятиями, проектами, которые мы, конечно, в том числе и наши чиновники, у нас были встречи с чиновниками, берут на заметку и теперь реализуют вот по такому же формату у нас в Якутии. Вот. И, конечно, очень важно это наши дети. То есть наши эксперты проехались, мы проехались и по школам города Якутска, мы съездили в Нанский район, где большое количество трезвых сел. Они сами посмотрели, как это выглядит, пообщались с чиновниками, пообщались с жителями и провели занятия для ребят. То есть вот такая вот у нас такой обмен активный. И я думаю, что для всех он был очень таким эффективным, результативным и плодотворным. Вот вы сказали, что вы поехали в трезвые села, такая фишка Якутии, и вы сказали, что они увидели, как это выглядит. А как это выглядит? Ну, для них очень важно, да, первое, что бросается в глаза, это вообще нет магазинов. Да, то есть для людей, магазинов с алкогольной продукцией. Да, с продажей алкоголя. И для тех людей, которые приезжают там, ну, как бы из других регионов, для них это не кишок, они не привыкшие к этому. Поэтому для них такой инсайт, что может быть действительно без этого. Естественно, самое важное здесь внешне, да, те люди, которые объездили всю республику, да, то есть там те люди, которые были в команде депутатов, например, Государственной Думы, мне рассказывали, что трезвые села сильно отличаются от обычных сел. То есть они выглядят более благополучно, более ухоженно, они более чистые, более какие-то вот благоустроенные. То есть сразу бросается это в глаза. Ну, понятно, что наши гости не могут сделать такое различие, потому что они не ездят по большому. Хотя они говорят, а вот там, ну, это как бы, можно сказать, между нами, а вот в России, вот там, в том регионе не так хорошо, в том регионе не так хорошо. Но здесь сложно сказать, да, то ли это трезвые села действительно так выделяются на этом фоне, то ли какая-то наша действительно северная якутская особенность. Вот, ну и самое главное, это люди, потому что действительно задавались вопросы. Самый главный вопрос, наверное, который задавался: а есть какие-то проблемы? А есть вот, ну, насколько это все вообще принимается положительно? И вообще, ну, как бы, насколько это нужно вот этому селу там? И какой раз уже я сталкиваюсь с тем, что люди очень удивляются даже этим вопросом, какие есть вот проблемы, то есть какие вот в итоге вы посеяли проблемы после того, как село стало трезвым. Люди, которые там живут, они недоумевают на этот вопрос, они говорят, какие проблемы? Нет никаких. Понятно, что там, хотя вот тоже я с главами много разговаривала, было на начальном этапе проблемы с бутлегерством, это, ну, никак, да, сразу не искоренить, но многие... Это нелегальная продажа алкоголя, но в большинстве своем, сколько мы ездили, общались с главами, эта проблема решается. Через какое-то время она естественным образом отпадает. А как они это пресекают? Потому что, ну, это же невозможно прям вот взять и прям отследить по там каждой семье. Смотрите, ну получается, что села, они у нас маленькие, по сути, да, и там все друг другу знают, и знают, там, если кто-то что-то как-то нелегально торгует алкоголем. Есть, ну, можно сказать, два способа, да. Во-первых, это правоохранительные органы, они активно начинают работать с правоохранительными органами, и за это есть уголовная ответственность. Но пока по судебным у нас практике обычно дают сначала условный срок. Но если ты попадаешь со второй раз, уже этот условный срок уже превращается в реальный. Поэтому, конечно, это очень рабочая история, технология. И второе, как ни странно, может быть, для нас, но сами главы рассказывают, что они приходят, разговаривают, объясняют, что вот село сделало такой выбор, да, это большинство населения пришли к такому результату, да, то есть они захотели, вот статус такой получили. И действительно, это очень мощное, мне кажется, мы недооцениваем это порой, это все-таки общественное давление, вот такое даже психологическое давление уже на людей очень сильно влияет. Неудобно становится жить в этом селе, некомфортно. Вот люди выходят, понимают, что на них уже по-другому смотрят, что вот мы так решили, да, что мы хотим, чтобы село стало трезвым, а вот они, да, вот как бы против всех нас. Но здесь нужно еще раз точно, четко сказать, что все-таки трезвые села — это не там, где сухой закон, и каждый житель трезвый. Трезвые села — это все-таки больше народное название, да, такое.
И самое главное, что там по закону он имеет статус поселения, где введен полный запрет продажи алкогольной продукции. Ну, вот вы сказали, в таких селах отсутствуют магазины, где продается алкоголь. А что там тогда присутствует? Как эти села еще отличаются от тех сел, где есть такие магазины? Значит, вместо этих магазинов должны быть какие-то другие постройки, где люди будут проводить время, там, не знаю, какие-то спортивные комплексы или еще что-то. И потому что бывает же, это не секрет, что от того, что слишком много свободного времени, да, там некуда пойти, интернет слабый в селах, да, тоже тут не разгуляешься. Самое доступное — это вот провести время с алкоголем. Тоже, наверное, не буду 100% говорить, что это все-таки достижение трезвых сел, но, на мой взгляд, все-таки очень есть важное, тут большое значение. Даже когда мы с нашими экспертами там, с Иркутской области, из Москвы, вот наш доцент и преподаватель университета, он ездит по всей России, у них там проекты не реализуются студентами, он говорит, он был просто ошарашен тем, какие там, ДК. В самих Намцах 2 года назад был построен невероятный центр, где библиотеки, где разные студии развития, много-много-много чего там. Мы заезжали в маленькое, небольшое село, хотя по якутским меркам оно достаточно такое серьезное, Партизан. Там тоже вот вроде бы домишки стоят такие, да, обычные сельские дома, и там возвышаются большие школы, там какие-то социальные объекты, их очень много. И на самом деле, вот, например, Намский район я езжу постоянно на протяжении, не знаю, уже, наверное, 7-8, даже, может, больше лет. И этот район прям невероятно преобразовывается. Я даже сама все время удивляюсь. Каждый раз я приезжаю туда, и там такие здания, что даже городские жители могут позавидовать. Действительно, тот ДК, который там построен, очень современный, очень такой благоустроенный, интерактивный, там могут люди много чем заниматься. Я все-таки считаю, что это во многом достижение того, что люди становятся там трезвые. И там такая история в селе Партизан, например, да, что там люди, например, стали даже скидываться на школу. Представляете, сами жители села скидывались на школу, потому что там одним из самых главных требований было софинансирование. У самого муниципального бюджета не было. И, представляете, жители вот решили, что они сами из своего личного бюджета скинутся, чтобы у них была отличная, хорошая школа. Вот такая вот поддержка. Сколько надо скидываться, все равно нужна будет помощь. Пусть, конечно, все равно с каждого по 1000, да, там около 1000 жителей, 800 жителей, там они первый год они собрали 1 миллион, второй год они собрали 800 тысяч, но это уже для небольшого села это очень хорошо, там почти 2 миллиона, очень хороший вклад. Что такое 1000, конечно... А у них нет школы? А у них была небольшая школа такая. А сейчас ее нет? Нет, сейчас есть все, они скинулись, у них построили огромную, большую, такую очень тоже прям замечательную, интересная там для детей все сделано так. Я говорю, на фоне этих домишек просто деревенских возвышаются красивые здания, ДК, школы, детские сады, комплексы какие-то досуговые. Это на самом деле очень невероятно. Правда, вы рассказываете, даже не Съездите обязательно. Обязательно. В Намцы надо съездить, потому что, я говорю, Намцы за последние даже лет 5 преобразились невероятно. Если вернуться к форуму «Территория трезвости», какие новшества, какие вот новые методики для того, чтобы они, я так поняла, что ориентированы все-таки больше на школьников, на студентов, да, чтобы детей сориентировать на трезвый образ жизни. Вот, допустим, если мы говорим о взрослых людях, то, наверное, самая ходовая — это программа «12 шагов». Все ее рекомендуют, и очень много людей, которым она помогает и в зависимости, и в созависимости, да, если речь идет о семье, где есть человек больной алкоголизмом. А для детей какие методики, что вот наиболее успешно проходит на ура, что они поддерживают, как сейчас говорят, что им заходит, да, что для них приемлемо? Знаете, все, как всегда, гениальное просто. И когда наши педагоги говорят, что когда ты даешь детям самим в руки какие-то технологии, инструменты,
они лучше взрослых ими пользуются, и ничего не надо выдумывать. Это давно уже как бы известно, что дети порой могут совершить невозможное. Притом, когда их еще, например, как в Иркутской области, 1000 работает по программе. То есть дети сами проводят занятия, да, и справляются с этим просто очень здорово. Где мы найдем такую армию специалистов в сфере профилактики? Представляете, ну давайте вот на примере Иркутской области 1000 детей. 1000 специалистов мы никогда не найдем. Это невероятно, да. Обучить их, платить им зарплату и так далее. А тут дети как добровольцы работают по программе общего дела. И второе, самое главное, это вот мы сейчас очень сильно расстраиваемся, что дети вот любят больше всего видеоконтент и какой-то интерактив такой. Как раз вот эти все занятия именно построены по такой формуле. Видеоконтент для детей, подготовлен с учетом их психологических возрастных особенностей, но направлен на какие-то нравственные и такие положительные духовные мотивы. То есть и мы, пользуясь какими-то технологиями, на которые мы все пеняем и ругаем их, а мы можем сделать и вложить в детей очень ценное и важное. Ту же самую трезвость, как отношения строить по-настоящему, как не уходить в наркозависимость, табакокурение. Там есть у нас фильмы, например, «5 секретов настоящего мужчины», «Секреты настоящей женщины». И там действительно поднимаются очень важные морально-нравственные такие ценности, которые мы все бьемся, как-то пытаемся вложить в детей, а вот через такой замечательный видео, интерактивный контент, сами дети делятся с друг другом, и очень много вкладывается вот в их такое взрослеющие умы. Какие 5 секретов? Хотя бы, может быть, по одному, мужчины и женщины. Там действительно все очень тоже гениально, просто все банально, что мужчина в первую очередь какой должен быть? Ответственный. Только там это не как назидательно и очень грузно, и так, знаете, тяжело для детей воспринимать, а там это все из позитива, что объясняется, почему это так важно, почему ты будешь успешный, почему это какой-то придается такой высокий статус этому, и этому хочется соответствовать, да. Например, для женщины это отношения. Все мы понимаем, что девочки очень для них важно, как вкладываться, и все это тоже рассказывается в очень такой приятном, позитивном, положительном формате, которому хочется соответствовать. А как эти занятия проходят? Вот ребенок просто готовится, да, не знаю, как раньше у нас были классные часы, кто-то там готовился по какой-то теме и выступал перед аудиторией, да, своих сверстников. Здесь также ребенок готовится, приходит, рассказывает, показывает этот фильм, или это как-то по-другому? Тоже, здесь уже у нас такая целая платформа обучающая. Мы привлекаем в нашей общероссийской общественной организации мощных очень спикеров, потому что понятно, что дети, когда приходят, иногда у нас такие приходят дети абсолютно, они считают себя замкнутыми, интровертами, и потом через какое-то время расцветают. Почему? Потому что они проходят специальное обучение. У нас есть спикеры всероссийские, которые их обучают ораторскому мастерству, команда образования, которая очень важна тоже на сегодняшний день, да, и она такая отходит, больше такой эгоистический индивидуализм. Так это даже им не только пригодится вот в теме трезвости, а вообще в жизни такие навыки. Да, и обучают детей у нас лучшие, я считаю, спикеры России, которые востребованы везде. Например, Михаил Федоренко проектному управлению учит. Он обучает, у нас верхушку чиновников российского правительства, да, и наших детей бесплатно. Там тот же самый Дамир Нигматянов, он обучает топ-менеджеров Росатома, Роснефти, это долго перечислять, прям тоже топ-компаний, и наших детей бесплатно. И вот такой прям подбор специалистов, экспертов, которые обучают наших детей. Представляете, какой запал, какой дается им такая база, которую действительно, я смотрю, дети не только проводят замечательные занятия, но они такую школу в жизни приобретают, такую базу именно обучению экспертов, что им потом это мощно помогает в дальнейшей их жизни. У нас остается минута до конца эфира. Может быть, вы хотите
как-то резюмировать нашу беседу и что-то сказать нашим слушателям и зрителям. Ну, я, наверное, не буду в этот раз как-то особенной, да. Я считаю, что подарок и близким, родным и особенно детям, когда мы дарим трезвость, трезвые навыки, ценность трезвости, я думаю, это в будущем для них реализуется каким-то невероятным успехом, гармонией в их жизни. Поэтому всем дарите, сами будьте трезвыми, дарите ее другим близким людям. И вы это говорите не просто теоретически, а практически, потому что вы сами подаете такой пример трезвости своим детям, и ваши дети очень успешны. Да. Благодаря трезвости Да. в том числе. Мои дети тоже выросли в трезвости, тоже были добровольцами общего дела, тоже проводили такие занятия, и сейчас они показывают успех невероятный. Я поэтому очень горжусь и думаю, может быть, я не подарила им золотые горы, но то, что им подарила трезвость, они Спасибо. получили. Через короткие 4 минуты вернемся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. В нашей студии гости. Я их рада представить, но сначала скажу, что мы будем говорить о государственной стипендии первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева, которая называется «Знанием победишь». И именно поэтому в нашей студии Артем Мардин. Он студент первого курса. Да, первого курса. Я думала, это что-то мне какой-то знак. Первого курса Северо-Восточного федерального университета, физико-технического института. И вы лауреат госстипендии, которая в прошлом году была впервые, да, выдана. Вот. И также в нашей студии Михаил Чиросов. Правильно? Чиросов, директор Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства Северного отделения Российской академии наук. Правильно? Якутский научный центр. Якутского научного центра, да, спасибо. И вы именно тот человек, который готовит таких замечательных студентов, который организовывает, да, такие мероприятия, один из организаторов. И я очень рада вас видеть. Здравствуйте, Артем, здравствуйте, Михаил. Спасибо, что нашли время и пришли сегодня в студию. Ну, и, наверное, мой первый вопрос, какими знаниями нужно победить, чтобы получить такую премию, и что она дает? Наверное, Артему, да, первый вопрос. Не зря в моем сценарии вы даже стоите первым номером перед вашим учителем. Ну, наверное, самое важное для всех, ну, я от лица школьников, конечно, говорю, это интерес к тому, что ты делаешь. Потому что если тебе не интересно, если ты не живешь своим делом, то больших достижений ты не добьешься. Потому что вот условно с 6 класса, занимаясь научными исследованиями, я вкладывал вот всю душу в это. И тратил почти все свободное время, чаще всего, на работу с проектами, на исследования, на космическое направление, получается, которым мы занимаемся. А почему вот вы так организовали свою жизнь? Ведь в вашем возрасте хочется, ну, не только учебой заниматься, да, все равно, наверное, какие-то еще, может быть, там, не знаю, встречи с друзьями, да, как-то еще отдых какой-то, а вы вот так себя организовали, что полностью посвятили себя науке уже с таких юных лет. Ну, просто очень-очень интересно, я не знаю, то есть вот лично мне просто очень нравилось познавать, узнавать новое, и я шел к этому, занимался тем, что мне нравится просто. Уже вот все, вот прям готовый научный сотрудник. Да, надеюсь. В прошлом году вы же школьником были, то есть, будучи школьником, вы получили эту стипендию. Да. Там отдельные номинации именно для разных категорий, потому что мы не конкурируем, у каждого это свое, и это тоже раскрывает вот деятельность Михаила Ефимовича, потому что, по сути, у него было много направлений, и у него было много последователей. То есть он развивал вот его одно из в области образования, это физико-математический форум «Ленский край». Потом он преобразовался, сейчас называется Малая академия наук Республики Саха-Якутия. Ну и, конечно, были организаторы. И вот, в частности, мне посчастливилось работать и с Михаилом Ефимовичем по программе «Шаг в будущее», и с академиком Владимиром Петровичем Ларионовым, который был первый председатель. Ну и так получилось, что я именно по номинации «Организатор» получил первую государственную стипендию. Очень хорошо, что при жизни Михаила Ефимовича эта стипендия была общественного фонда, а потом, когда он от нас ушел, вот
с этим же названием у нас, значит, до нас есть предшественники, они тоже получали такую стипендию, но она была общественная, а вот государственная она стала благодаря указу Арсения Сергеевича, который учредил ее в довольно неплохом объеме, и каждый из участников, там был конкурс, и, ну, вот первым нам удалось стать первыми лауреатами государственной именно стипендии, и вручали нам ее именно в день рождения Михаила Ефимовича, значит, 13 ноября, и в то время проходило мероприятие «Цифровой алмаз», и там было очень много приезжих, и, соответственно, было видно, как в республике у нас организована эта система. Многие интересовались, потому что не в каждом субъекте есть такая система, которая вот появилась, я считаю, в 90-е годы благодаря, вот, в том числе, Михаилу Ефимовичу. В частности, дополнительное учреждение доп. Образования детей, это Малая академия наук, сейчас ныне называется, она как раз работает со всеми школьниками республики, и постепенно и фонд Баргары был в то время, он занимался исследовательскими вещами, а сейчас это все соединилось в государственной системе как государственные задания Министерства образования и науки нашей республики. То есть это является государственной политикой, и много мероприятий, которые проходят, в которых приходится организовывать. У нас вообще в республике вот система, просто одна система «Шаг в будущее», не считая олимпиадные движения, это почти 18 отборочных мероприятий, не считая определенное количество республиканских конкурсов. У нас есть, мы вынуждены давать квоты даже. Мы не можем всех позвать, потому что объем желающих прийти на конференцию «Шаг в будущее», у нас общий объем где-то 1500-1700 учащихся, а в конкурсе 4-5 тысяч участвует. То есть, вот, например, мы даем еще на отдельные конкурсы, это и по изучению родословных, и по ГИСам, и вот есть по кванториуму мы выделяем квоты, это школам Российской академии, но такая разветвленная система, и она появилась благодаря деятельности, в том числе Михаила Ефимовича Николаева, который еще после того, как он перестал быть президентом, он все равно продолжал взаимодействовать, помогать, и многие центральные вузы, институты, они Якутию узнали именно через Михаила Ефимовича, через его систему подготовки кадров, и поэтому, конечно, та большая работа, которая проводилась в тот период, сейчас она продолжается уже нынешним нашей главой и министерством, и всей системой, которая существует. Я в самом начале не совсем полно сказала. Михаил, вы же тоже обладатели этой премии, да, этой вот стипендии. Да. Там у нас вы тоже лауреат, 8 потому что человек. вот в этом подать заявление, да, на получение госстипендии могут как и школьники, как студенты, так и преподаватели. Да. И организаторы в том числе. И организаторы. А как это делается? Это обсуждается на какой-то комиссии, да? Или человек сам может себя выдвинуть на вот эту стипендию? Ну и, конечно, основной вопрос, какая сумма этой стипендии? Ну, не знаю, как у кого, но у меня было 100 тысяч. Я очень, очень рад, что это довольно неплохая сумма. А там есть вот необходимость эти деньги как-то вот потратить? Оговаривается ли Нет, это? Или ты можешь нас абсолютно... Это полностью. Ну, еще надо сказать, что это конкурс, выходит объявление, подаются документы, есть определенная форма. Но я, в принципе, мне сказали подать документы, и никто мне не выдвигал, ни там какие-то с организацией таких требований. То есть можно было как физическое лицо отправить, такая полная свобода. И сам человек даже может решить, подать, что он достоин этой стипендии, да? Ну, это же премия все равно, да, стипендия, комиссия все равно смотрят результаты, оценивают, есть критерии, и надо им соответствовать. Поэтому, я понял, что, и всех призываю, участвуйте. И у нас очень много достойных людей в республике, которые достойны этой стипендии. Конкурс есть конкурс.
А на этот год уже время подачи заявок на эту стипендию, он закончен? Да, закончилось. Сейчас вот уже итоги, наверное, комиссия будет заседать или уже заседала, а все будет объявлено, значит, 13 ноября. То есть это уже такая традиционная дата вручения, да. когда наш Илдархан, да, вручает, и он вручал же и вам, Артем, да, и вам. Ну вот в прошлом году она была стала государственной, Илдархан в прошлом году вручал. А до этого, когда жив был Михаил Ефимович, он вручал. Он вручал. Это тоже очень высоко, достойно. И это многие получали. Наш список, я говорю, значит, до нас получали люди. И тоже очень уважаемые, достойные люди. А может так быть, что, допустим, Артем он в прошлом году получил, и в этом он тоже получит? Или там как-то... Участие единоразовое. Один раз. А вообще может только один раз участвовать человек? Ну, надо же отдать это дань уважения и другим, много достойных. Это по республике, да, собирается, не только по Якутску. И там есть определенное количество людей, которые могут попасть, да? Есть положение, оно есть на сайте Малой академии наук. Там расписаны, организатор, я видел, что там одна кого-то, а у школьников несколько, учителей несколько, и студенты там были, так что... Не все желающие еще и смогут подать заявку, потому что там количество, да, ограничено. Всему имеется конкурс. Да, просто в конкурсе пускай хоть сотни, кого-то, вот 2-3, одна. Поэтому эта комиссия решает. Понятно. То есть это очень интересное явление. Наша конкурсная жизнь, мне кажется, сейчас нас всех окружает. Даже это такая мотивация, да, классная. Да. А это будет скромный вопрос спросить, на что вы потратили эту стипендию, или это секрет? На исследование, как и все деньги. Я могу сказать, что я отдал моей жене, потому что сказал, ты столько лет меня терпишь. Какой вы хороший муж. Потом это все перешло детям, дочкам, так что это все нормально. Это дело такое, главное, чтобы на пользу было. Мне кажется, это так правильно, потому что это же и ее тоже, да, выходит, что Конечно. Награда, потому что она о вас заботится, пока вы что-то делаете по работе. Да, есть такое понятие, что мужчин, особенно ученых, делают жены. Их жены, да. Поэтому я очень благодарен своей семье за то, что все это окружение, которое мне помогает, мотивирует. А кроме того, что так материально, да, приятно очень, это еще стипендия, она еще дает какие-то возможности, например, если лауреаты, вы как-то еще можете где-то о себе заявить, или какой-то старт это чего-то еще большего, получение такой стипендии? Мне кажется, это высокий такой статус, человек должен гордиться. А где-то в других конкурсах опять все заново. Да. Что сказать, что я стипендиат Николаева, дайте мне еще другую стипендию, потому что обязаны? Нет, я думала, может быть, если ты стипендиат этой премии, да, то, может быть, тогда ты как бы автоматически можешь участвовать еще там в каком-то конкурсе. Это просто большая дань уважения тому труду, который ты вложил в образование, потому что вот именно «Знанием победишь», она вся связана именно с образовательным процессом, то есть вот от школьников, студентов до преподавателей и до организаторов, которые организуют тоже преподавателей. Вокруг образования, это вокруг интеллекта, который Михаил Ефимович всю жизнь он заботился и говорил, думал о нации, о развитии. И систему, которую он создал, образовательную, она была в основном на интеллекте. И как звание, да, в резюме, если ты потом куда-то, например, поступаешь, да, или куда-то идешь работать, это же будет указано, да, что конечно. Ты обладатель такого справки, объективки можно написать, это очень почетно. А эта премия как-то выглядит? Есть какой-то значок Да, есть знак, есть медаль и есть удостоверение. Потому что это уже госнаграда. Да, конечно. А может быть, вы хотите поделиться еще какими-то впечатлениями о том моменте, когда вы получили эту награду, или, может быть, какими-то надеждами на вручение наград, которое будет в этом году? Я думаю, что те люди, которые в этом году получат, они должны гордиться, что они прошли этот конкурс, что они достойны тех людей, которые были до них и после них, и я думаю, это просто гордость за ту работу, которую они проделали. Человек же тоже должен получать какие-то
уважение за свою какую-то работу. Это какой-то этап их жизни, а дальше много других этапов. Надо двигаться дальше. Почему я считаю, что вот одноразовая стипендия — это очень правильно. И не надо создавать, как называемую, пробку и мешать другим. Надо давать возможность развиваться. И, пожалуйста, все участвуйте. И даже говорят, там сильный конкурс, там каждый год одни и те же. И, например, у нас вот это «Шаг в будущее», бывает такой период, несколько лет там лидеры существуют, они похожи. И то мы говорим, они же закончат школу, они пойдут, они уступят другим. Это тоже очень важно. И каждый раз есть надежда что-то получить. Артем, вы также были, участником конференции «Шаг в будущее»? Да, конечно, ежегодно участвовал. Ежегодно, вот так пошло. Он, наверное, лауреат года 3, наверное, подряд. Это тоже очень важный большой период. То есть буквально с 9 класса он лидер. Такая молодежь, вот глядя на Артема, смотришь, у нас замечательный, красивый, такой умный парень, такой целеустремленный и успешный такой же. Ваши родители, наверное, очень вами гордятся, Артем. Да, очень гордятся. Все-таки самое основное, у каждого человека — это не останавливаться на достигнутом, идти дальше. У Артема много планов. Мне сложно назвать его учителем. Я просто друг, организатор, а у него есть учителя, это Романов Юрий Николаевич. Это тоже лауреат «Знанием победишь». Вот тоже. Это человек, который очень много внес в космическую программу, которую Михаил Ефимович тоже развивал. Поэтому в этом плане физико-технический лицей имени Ларионова, школа Российской академии наук — это тоже все показательно, что там, где есть сильная школа, есть сильные педагоги, они воспитывают и сильных выпускников, и сильных школьников. То есть нужно развиваться, двигаться. Иногда бывает и так называемых сильных школах, может, не очень сильные, которые хотят, а иногда бывает из небольших школ становятся великими людьми. Мы прекрасно знаем, что 2 академика Российской академии наук из народа Саха, они вышли из одной школы. Это Маинская школа имени Ларионова сейчас. 2 академика окончили одну школу. А вы скажите? Уникальная Маинская школа. Нет, скажите имена. Ларионов Владимир Петрович и Лебедев Михаил Петрович, они вписаны в историю нашей науки. Это 2 таких академика, которые вышли из одной школы. Их, мне кажется, наш социум, наша республика знает. 28 лет назад Владимир Петрович стал академиком РАН, а через 28 лет его же ученик из той же школы Лебедев Михаил Петрович стал в этом году академиком Российской академии наук. Не все такие умные, эрудированные, как мои сегодняшние гости. Я не могу такой эрудицией похвастаться. Спасибо вам большое, что вы приходите, и так, чувствуется гордость за то, что вот у нас такая молодежь, такие есть преподаватели, которые так могут подготовить. Артем, может быть, вы еще что-то хотите сказать? У нас остается 1,5 минутки до конца эфира. Да, я хотел бы передать огромную благодарность Юрию Николаевичу. Как Михаил Михайлович сказал, это человек, который положил основания всему космическому движению, и вот уже в ближайшее время у нас должен полететь на орбиту аппарат, сделан полностью его учениками, его воспитанниками. Да. То есть настоящий космос, Якутия выходит уже на уровень настоящего космоса, настоящей космонавтики. Благодаря Юрию Николаевичу, который тоже лауреат «Знанием победишь». А у вас какие планы дальнейшие? Учиться и еще раз учиться. А потом вы останетесь... Я хочу в науку, да. В Якутии, и в Якутии развивать республику, потому что у нас будущее большое, возможностей очень много. И регион поддерживает это направление. Вот мы планируем проведение всероссийских смен уже, то есть я как организатор там выступаю по космонавтике для привлечения все большего количества детей к космонавтике. Вы молодец. Спасибо. Я очень рада была сегодня с вами пообщаться. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Напомню, спасибо что в нашей студии сегодня гостили лауреаты первой стипендии президентской. И слушатели и зрители, я хочу поблагодарить за внимание. И слова Артема «учиться, учиться и учиться» пусть будут лозунгом для всех, для нас. И всем хорошего вечера.